Сегодня у нас в гостях человек, чье имя уже давно записано в истории кыргызстанского спорта. Она сделала себя, маленькая девочка из Пристани, которая вписала свое имя, чемпионка азиатских игр, олимпийских, Дарья Маслова. Добрый день, спасибо большое, что вы сегодня посетили нашу студию. Итак, Дарья, вы выросли в Пристани. Да, да? Ага, да, Вот Иссыкульская область. Иссыкульская область. Вот скажите, как вообще в то время, да, вот появилась у вас любовь к такому профессиональному виду спорта? Ну, в то время еще как бы не сильно появлялась любовь к такому профессиональному спорту, но я там занималась, футбол играла, вот, и, ну, сильно много времени не было, это деревня, тоже надо было родителям помогать по хозяйству. Ну и по ходу дела я уже как бы я отвлекалась, чтобы вечером отдохнуть, шла, играла в футбол, и уже какая-то у меня физическая подготовка уже нарабатывалась. И уже потом в школе, ну, увидели, что я как бы физически сильная девчонка. А вот кто первый поверил в вас и увидел в вас вообще спортсменку? Наверное, никто не верил, никто не верил, честно, вот. Как-то вот я выступила, и все, пошло потихоньку. Ну, это все же через труд, через дисциплину. Все так вот постепенно пошло. Ну, конечно, отец, мои родители, уже когда видели, что я начала профессионально тренироваться, начали выезжать на соревнования. Тогда уже родители, ну, увидели, начали понимать, начали поддерживать. А почему именно бег? Почему именно бег? Почему именно бег, да? Я не знаю, я и футбол умела играть, и баскетбол, и бегать, и, ну, даже вальчики я умею играть, да, умею играть. Ну, почему-то вот в бег, да, меня вот потянуло, я не знаю, почему вот именно бег. Потому что как бы это тоже индивидуальный вид спорта. То есть Иссыкульскую область вы пробежали? Ну да. Да? Да, вот, ну, там вот в школе просто меня пригласили, вот приходи, там на соревнованиях выступишь и все. Я тут пришла. То есть были сначала короткие дистанции? Да, 1500 метров, там и 800 метров. И показали. Пришла, да, сразу медаль я взяла, там 2 место, по-моему, я прибежала. До этого люди тренировались, они бегали, тренировались, пробежали не очень, а я, которая там просто играла в футбол и приехала на соревнования, уже взяла там медали. Для меня это тоже какая-то там гордость была, да. Я, ну, так подумала, что это дело нельзя бросать, надо идти до конца, тренироваться и продолжать. То есть вот это вот скорость или выносливость? Ну, тут уже все: скорость, выносливость, характер, холодная голова. То есть это важно? Здесь да, очень важно. То есть это не просто взял и побежал, да, а действительно нужно, да, это рассчитывать действительно свои силы, иметь какую-то стратегию? Конечно, да, стратегия должна быть именно в голове. Холодная голова. Нельзя перегореть там как-то. Нужно отстраниться от семейных дел. Отстраниться полностью от Не думать работы, ни о чем не думать. Даже о какой-то любви там, не уже это на последнем месте. Если хочешь результат, все, холодная голова, характер, сила, выносливость, скорость. И только спорт. Вот вы помните свои, да, первые соревнования? То есть это было, наверное, когда вы там учились в школе, да? Да, 9 класс это был. 9 класс. А вот потом вот это вот юношеское, вот как вот потом вы из Иссыкульской области переехали сюда, в Бишкек. Вот кто был тот самый, который взял вас как сырой материал, да, и сделал ту самую Дарью Маслову? Ну тут уже, видите, я заняла место там в Караколе, меня уже пригласили на республиканские соревнования. Тут уже как бы, ну, у меня был тренер там в Караколе, Александр Мох. Он увидел как бы меня и сказал: давай, может быть, будешь приезжать там на тренировки. Я постепенно, ну, говорю, давайте, хорошо, я попробую. Конечно, для любого ребенка там
там медаль, Выехать куда-нибудь, да? медаль взял, и там дальше тебя в Бишкек, там с какой-то деревни, да, тебя там приглашают в Бишкеке пробежать. Тут мы выезжаем на соревнования, едем в Бишкек, и здесь я также не выигрываю, я где-то, по-моему, серебро взяла, 2 место. И все. И постепенно уже начал институт, так внимание начали обращать, начали где-то приглашать, там, ну, уже видеть, как бы немножко, может быть, талант, да, во мне. Ну, никто не верил, честно. Я настолько была, так сказать, да, проблемный ребенок, что все думали, что спорт это точно не мое. Проблемный ребенок. В смысле? Что вы имеете в виду? Ну, я все время дралась, да, вот это тоже. Дралась не с девочками, а с парнями, ну, как бы с мальчиками. Все время меня стравливали с кем-то. А потом в школе, да, тоже родительское собрание, все время Маслова виновата, Маслова такая, Маслова сякая, Маслова плохая. Все. Родители приходят красные, ну и там, естественно, ну такая, знаете, немножко проблемная я была, даже вот мама, да, всегда вот краснела за меня, краснела И по дома, поведению. да? И дома вам Ну, отчитывала? Или она все-таки была такая более лояльная и верила в вас? Нет, отчитывала. Строгая была, Да, да? строго, да. И вот Ну, это отчитывала. закалило вот ваш характер, как спортсменку? Да нет, отчитала и все как бы. И дальше, да, и пошла там заниматься, что на ум придет. И вот Вот, отсюда, вот. наверное, вот эти вот, как говорится, мальчиковые игры. И футбол, Мальчиковые, да, и да. баскетбол, и волейбол. Ну, Да. такое, да, больше. Ну, в то время, как бы, да, действительно, ты считала, что это во главе были у нас мужчины, да, вот в этих Да, играх. мужчины. Я всегда как-то рядом, вот, ну, с парнями, я не знаю, с женским полом мне было немножко сложно. Поэтому как-то все это такое так. То есть у вас такой больше мужского, да, Мужской, стержня? да, немножко, да, характер такой. А вот каково вот это стоять на старте, да, и понимать, что впереди Олимпийские игры? Вот вы из пристани приехали в Бишкек, покорили сердца многих здесь, вас заметили, начали тренировать уже тренера уже такого международного, да, уровня. И вот каково стоять на старте и видеть, что впереди Олимпийские игры? Вот каково это ощущение было у вас? Ну, я не думала, что там впереди Олимпийские игры, или там впереди я там займу медаль, там возьму медаль. Нет, у меня все по факту. Все возможно на старте, когда ты бежишь по дистанции. Может там нога заболеть, можно сойти с дистанции, может там что-то случиться, да. Я никогда не думала наперед. У меня всегда холодная голова. Все, я встала, выполнила максимум результата, попала на Олимпийские игры, все, значит, я сделала максимум. Если я встала на старт, как бы немножко, там уже на себя медаль повесила, вот, я поеду на Олимпийские игры, там я 1 место возьму. Нет, это так не работает. Это все, это сразу, мне кажется, ну, сразу плохо пробежишь. Или плохо выступишь. То есть, если у тебя будет заведомо, грубо говоря, итог вот этого всего, то, возможно, все сорвется, и как бы лучше вообще ни на что не рассчитывать, Лучше ни на что не рассчитывать, да. Делать Я просто то, что ты умеешь делать, да? Да, вот с я холодной щас- головой. С холодной голова, да. Даже вот сейчас у меня ученики, любители тренируются, тоже, а мы вот пробежим, вот, ну, вот так вот, ну, так, вот так хотим пробежать. Я говорю, вы как бы не рассчитывайте, не одевайте на себя медаль сразу, не рассчитывайте, что вы у меня потренировались там у Масловой, и вы выступили через 2 месяца и стали чемпионами. Так не бывает. Потому что люди, которые иногда приходят, смотрят, и они думают, вот там, потренировались у Маслова, и все, мы чемпионы. Нет, на себя я им сразу предупреждаю, на себя медаль не вешайте заранее. Вы готовитесь, вы тренируетесь, у вас хорошая подготовка. Все, встали, максимум из себя отработали, показали результат.
Все, сделали выводы, тренируемся дальше. Все, как бы немножко, так сказать, да, вот эту звезду надо опускать. Мгм. Выступили, все, даже если вы хорошо там пробежали, все, это все как бы немножко спокойно. Дальше отдохнули 2-3 дня, начали дальше тренироваться, дальше показывать результат. Все как бы по факту. Ну, мы смотрим это как на реальную жизнь, на реальную картину. Без иллюзий. Без иллюзий, без фантазий, Без ставок. без ставок, да. Все, как бы все может. А вот Так вот. какая гонка, да, в вашей карьере осталась вот самой дорогой для сердца? Какая гонка? Честно, ну, все гонки, все гонки. Ну, а самая такая, прям самая основная, это, конечно, азиатские игры. Азиатские игры, я там бежала 10 тысяч метров и 5 тысяч метров. Там уже, как бы, ну, это у нас в Азии считается как Олимпийские игры. В Азии, На азиатские территории Азии. игры, да. Ну, там такой самый основной старт был, когда я понимала то, что я готова на медаль. Я готова на медаль. Но я не допускала мысли здесь себе, что там я на себя повесила и все, я заняла там первое место. Да, ну вот самые основные это азиатские игры были. Я понимала, что там надо показывать результат. Конечно, была еще мотивация. Я была замотивирована тем, что мне пообещали квартиру дать. Вот. И это тоже какая-то, знаете, для ребенка это настолько большая мотивация, что Вот если ты реально, да, ты пашешь, ты работаешь, тебе еще помимо этого как бы квартиру дадут, ты Поощрение. показываешь результат, да, не только свое здоровье ты вкладываешь, но тебя и за это потом поощряют. Это в 100 раз. Это человек в 100 раз начинает ответственнее относиться к таким вот, когда тебе говорят, сделай, и мы тебе сделаем. Еще больше человек начинает стараться и делать, и показать результат. Вот. Ну, такие, как вы спросили, вот самые эмоциональные были это вот азиатские игры. У нас в истории Кыргызстана, я даже хочу сказать, вот, я второй человек, когда с азиатских игр привезла 2 медали. У нас был, по-моему, стрелок, вот, не помню, как зовут, да, его, вот он привозил 2 медали с азиатских игр, и в истории Кыргызстана больше не было. И, по сути, у нас вот, ну, сколько золотых медалей с азиатских игр, там, ну, максимум 10 медалей золотых, 10. Все остальное, ну, как бы это серебро, бронза, там, за всю историю Кыргызстана. Это, я считаю, что это очень высокий колоссальный результат. успех. Да, колоссальный результат, успех. И в легкой атлетике у нас там нету там 5-10 человек. У нас очень большая конкуренция в легкой атлетике. Это королева спорта, это мировой спорт. И конкуренция очень высокая, очень большая. И как вот я говорю, азиатские игры выиграть, это, конечно, это колоссальный результат в легкой атлетике. Ну вот вы говорили, что отметили, что вот федерация, да, ну вот люди, да, вам вот, привезешь медаль, будет тебе квартира. То, что пообещали, сделано? То, что пообещали, нет, не сделано, квартиру не дали. Да, скажу, что там 1 миллион мне дали, 1 миллион сом, но в то время, да, как бы... Это какой год был? Это был 2018, 2017 год. Но в то время за 1 миллион сом, где я куплю квартиру? Как мне сказали, мы тебе там поможем купить квартиру, еще добавим денег. Я говорю, ну хорошо, за эти деньги, за ваш 1 миллион я могу только где-нибудь в Иссыкуле в деревне купить дом, развалюху, и все. Я это сказала прям вот зам. Был зам там, я не знаю, как этот, точно его зовут, но он мне там сказал, мы тебе поможем, добавим, там еще как-то этот. Но в итоге ничего не сделано. Это послужило как раз-таки уход из спорта? Ну, частично, да, тоже уход послужил, потому что столько труда, столько дисциплины Обида. надо. Да, Тут играла обида. есть. Да, вот даже за 20 лет, ну, в легкой атлетике, кому выдали квартиру? Или хотя бы как-то поощрили какого-то спортсмена за высокий результат.
Да, вот Садыр Джапаров, вот когда пришел, и прошли вот азиатские игры, олимпийские игры, все равно, какой бы они там результат ни показали, Ну, вы видели, чествовали, да, всех все спортсменов? там машины подарили, это подарили, Денежные призы. призы подарили там, ну, как-то это было прям приятно видеть, да, то, что спортсменов реально поощряют. Может быть, он сейчас результат не показал, но когда он увидел, что ему там это дали, то дали, все равно поощрили. Замотивировали, наперед. да. Замотивировали. А тут, когда даже вот, мне тогда было, 23 года, да, 22-23, и когда там ребенку, да, пообещали, но все равно ребенок, пообещали там квартиру, там это, то такая вся как бы огонь внутри горит, мотивация, вот это выиграть, показать результат, там это, и тут раз я приезжаю, там, ну вот тебе на как бы 1 миллион, и все, а там разбирайся А сама. в то время кто был президентом? Джейнбеков. И хочу вот еще сказать, да, напомнить, что когда были вот эти вот выборы Микиним Кыргызстан, и они меня вот, федерация, да, наша, как бы легкая атлетика, тоже начали меня везде в эти Выборные, да? выборы вот эти вот пихать меня, мы тебя там депутатом сделаем, мы тебе там 30-е место дадим, начали какие-то обещания, еще там что-то. Немножко тоже как бы мое имя начали Использовать в своих целях, да? Использовать в своих целях. Ну, а что вы сделали для меня? Ничего. Я, по сути, вот тоже многие думают, там, вот я там за Микиним Кыргызстан там выступила, и я там получила там миллионы, да. Я ничего с этого вообще не получила. Я поехала в Каракол, они меня попросили как агитацию там провести. Они меня заставляли тоже вот эти вот моменты. Вы говорите, вы обещаете, что вы это сделаете, что вы то. Я им сказала, что я обещать, что мы там сделаем, я ничего не буду. Это ответственность. Конечно, это ответственность, это, надо, если ты сказал, надо это делать. И что в итоге? Я говорю, вы мне 5000 дайте хотя бы на бензин, что я сюда приехала. И я как бы эти 5000 я у них как вырвала, взяла на бензин, да, и обратно уехала в Бишкек. Я там провела агитацию, но я ничего не обещала. И сейчас со временем, когда я немножко повзрослела, да, я начала понимать, что просто использовали. Просто вот, на моем имени, да, там хотели какой-то там голоса себе набрать. Словить хайп. Словить хайп, да. А по сути это все аферисты, они там все аферисты. И то, что вот этот переворот произошел, я очень рада, да, то, что у нас Кыргызстан начал прям меняться. Хоть там и говорят, там, где-то люди, я с людьми общаюсь, там школы не строят, детские сады не строят, это... Но это все постепенно придет, сейчас дороги сделают потом, и это все равно город развивается, это не бывает так сразу, там раз и Копились школа... проблемы 30 лет, и в одно мгновение все решить. И за 1 год ты все там тебе. Нет, это постепенно строимся, постепенно растем, где-то школы строятся тоже, вот это все. Мы не только же в Бишкеке, там и в селах тоже уделяют какие-то финансы, да. Вот и я считаю вот то, что... как бы, когда я там, в мои времена, то, что обещали, не делали. Даже, все равно я могу все свои награды, там, Азия, азиатские игры, всемирная универсиада, там, много международных соревнований. Я настолько такие колоссальные результаты показывала. И ни одного не было старта такого официального, чтобы я там пробежала и... плохо, да, не подняла флаг Кыргызстана. Такого не было. То есть вы везде, где бы ни были, да, вы всегда брали... Всегда на максимальном уровне. Всегда медаль привозила, как бы гордость, да, все такое вот было. Вот. И сейчас что-то мне мысль прям вылетела. Вот, что вот. Вот еще что хотела сказать. А именно такие результаты, как Азия, азиатские игры, всемирная там универсиада, соревнования как за соревнованиями показывать всегда
оказываться на таком высшем уровне, Это это очень очень сложно, очень большой труд, моральный, физический, дисциплина. Очень сложно себя держать на таком уровне. Много сейчас спортсменов, которые, допустим, Азию выиграли, все, потом тренируются, подошли там азиатские игры, они там плохо пробежали. Или там Олимпийские игры готовили, плохо пробежали. Мгм. Или какие-то международные соревнования. Ну, то есть собрали вот этот первоначальный триумф, да, Да, и потом триумф. просто уже И потом слетели. Да. Слетели, да. А у вас такого не было, то есть у вас было как раз-таки навысь, да? Да, То есть вы именно пошли, вот, да. Азию выиграла, то выиграла, это выиграла, то. Вот так постепенно. Настолько максимально я зашла. Не оценили, что да? Не оценили, да, немножко. Не увидели тот потенциал. Причем не сказать, что у нас очень много атлетов, которые бегают вот именно так, что показывают У нас вообще вообще нету таких атлетов, и не было никогда в нашей истории Кыргызстана. У нас была там Богачева, была Борисова, но они там как бы выступили, Азию взяли, и все, и потом там раз, тихо потом, раз опять где-то выступили. А именно, чтобы вот так результат за результатом у нас не было такого вот. И сейчас до сих пор нету. И меня многие тоже зовут, приглашают, даже до сих пор. Давай, начинай бегать, там то. Ну, как бы за что начинать, за что бегать? Вот, За спасибо? Свое здоровье. Многие люди не понимают, но в день профессионалы набегают 50 километров. Каждый день. 30, 40, 50 километров, да. Это прям марафон. Да, прям по 3 тренировки, чтобы подготовиться на 5-10 тысяч метров, хорошо, это надо в день набегивать по 50, по 40 километров, чтобы была выносливость, скорость, темп, ну, чтобы вот это все держать. Это работает вот так, вот вкупе, да? Да. Когда вот наращивать, так сказать, свой профессионализм, нужно вот действительно каждый день. Каждый день, да. Не ленясь. Нет. Несмотря на свои болезни, просто механически это делать, да, чтобы добиться результата. Чтобы добиться результата, да. Это в основном дисциплина должна Ну быть. вот, Дарья, знаете, вот с вами сейчас беседую, да, и я понимаю даже вот отсюда, да, вот на расстоянии протянутой руки, какая у вас боль внутри, обида и горечь за то, что просто, грубо говоря, да, вами воспользовались, да. И потом просто забыли. Да, ну как по сути. Да, материал, да. А я вот даже вот честно вот хочу сравнить вот боксер, ну только у нас вот на Олимпиаде боксер, обычно у борцов там 2 место взял на азиатских играх, 3 тебе квартиру дали, там однокомнатную или 2-комнатную, а тут я привезла 2 медали. И мне дали там, миллион. Да, из этих миллиона у нас договоренность еще как бы тренеру отдавать процент. Вот тренеру я еще с этого миллиона дала 30%. Еще 300 тысяч у меня ушло. То есть, грубо говоря, у вас осталось 700 тысяч? 700 тысяч, да. Что я могу купить на 700 тысяч? Вот, и, так вот тоже... Как бы не оценили у нас не легкая атлетика. Но мне кажется, да, надо менять именно человека, который, как это сказать правильно, да, не начальника, да, а министра нашей федерации. Потому что за 20 лет нету результата. Что он сделал? Только, я даже не знаю, что он сделал. Он как бы мне тоже рассказывал, я 3 миллиона туда вложил, это сюда кто? вложил. Это кто? Аманкулов Канат Маратович. Ну и, конечно, уже от вышепоставленного человека зависит остальная команда. Если человек не заинтересован, то команда будет полностью вся не заинтересована. А если человек заинтересован, он соберет такую команду, чтобы она была заинтересована форму давать, питание, фармакология,
Ну и много-много, да, Я всех помню, этих когда нюансов. вы собирались, вот сборная наша собралась на азиатские игры, да, и Мгм. очень много было хейта в плане того, что форма была не та. Действительно была никакая? Ну, форма, да, была очень ужасная форма была. Тоже я вот пример, да, могу привести. Форму дали, я ее постирала. В итоге что? Одна штанина у меня по колено, а вторая штанина у меня там ушла за пятку. Как вот можно так вот? Ну, как можно? И когда я начала афишировать вот эту тоже проблему, мне начали там звонить, там начальство начало звонить, ты что делаешь, ты зачем так делаешь, ты почему так делаешь, если ты не, ну, как бы не замолчишь, ты попадешь. Ну, а я как, естественно, ну, я как бы там спортсменка, у меня стипендию они мне платили. Я немножко испугалась, да, дальше не стала вот эту проблему афишировать, потому что я подумала, они мне там, ну, там, со стипендии скинут, еще там не будут деньги выдавать на сборы. А когда человек живет спортом или работой, да, он немножко уже потом начинает начинает ультиматум, да, какой-то ставить, немножко побаиваться. Ну, и я также в свое время, да, ну, немножко начала побаиваться. Сейчас со стипендии скинут, оттуда уберут, что отсюда жить? уберут, да, на что жить, на сборы не будут денег там Допуска. выделять, да, на соревнования там, и вот так. А когда был вот Джейнбеков этот, до них же это вот проблемы, они до них вообще было. Не доходили? Ну, как бы так, все это, ну, вы сами видели, да, вот что произошло вообще с нашими президентами. Ну, так вот тоже. И сейчас вот даже, я немножко расскажу, да, вот о стадионе. Рассказать, да, сейчас? Да. Вот вы сейчас тренируете детей. Не, я сейчас взрослых людей. Ну вот, вы Взрослых. занимаетесь уже деятельностью тренера. Да, любителей. То есть вот обида, уход из спорта. И вот давайте по порядку сейчас. Вот. Уход из спорта, да? Но в Да. то время вы уже были мамой. Нет, Или вы были замужем? замужем, да, была Да, замужем. вот вы были замужем. Муж вас практически дома. Не видел, не видел. Ну, мы с мужем сколько? Мы с мужем были 10 лет вместе. На тот момент нам уже было, ну, где-то 8 лет мы с ним жили. Но я все равно видела то, что надо ребенка, надо как-то этот. Ну, и это тоже как-то подвигло, да, меня. Ну, может быть, закончить спорт. Может быть, даже если все было бы нормально, там, как бы я видела, что там за меня болеют, хотят, чтобы я выступала, показывала результаты. Все равно поощряли, это все равно труд. Я бы родила и обратно вернулась бы. А тут я уже родила и подумала, зачем мне сейчас туда опять суваться, вот это вот свое здоровье тратить и опять к чему прийти? Ни к За чему. спасибо. За спасибо, да. А тут-то уже совсем другое, тут когда уже ребенок появляется, Там да. тут уже совсем другое. Тут уже больше на себя не тратишь, где-то на ребенка, там этот, ну, такие тоже вот моменты. И ребенок вот родился, и я уже тогда уже понимала то, что я уже не пойду дальше в профессиональный спорт, потому что там делать нечего. Все равно мы же, все равно все стараемся что-то сделать для будущего, чтобы ребенку там было комфортно учиться, дать образование, дать жилье, там одел, чтобы одетый был, обутый был, ну такое. А профессиональный спорт — это по сути наша работа, чем мы живем, то, чем мы зарабатываем. Ну вот, и все, вот родился ребенок, и все, я потом уже дальше, меня дальше начали как-то звать, там, приходи, давай тренируйся, но я уже не хотела туда. Я вот взяла группу себе любителей и с людьми потихоньку сейчас работаю, обучаю, как правильно бегать, как правильно держать темп. Ну, муж, всё супруг, вот. наверное, ваш был рад, да, что вы ушли из спорта. Все-таки все внимание теперь нацелено на семью. Ну, да нет, я бы не сказала, что он так этот. Он тоже работой занимался, тоже бизнесом занимался, как бы старался, чтобы, ну, как обеспечить семью. И он видел, что я там работаю, что же, то, что мне, я не просто там сижу или там гуляю где-то, то, что я
делаю результат, я показываю результат. А если бы я бы там гуляла и отдыхала бы, такого бы результата бы не было. Ну да. Поэтому он меня всегда поддерживал. Мгм. Уехала на сборы, он мог сам приехать через 2 недели, приехал, Навестить, 2-3 дня, да, 2-3 дня побыли, все, он уехал. Мгм. Все, ну так вот мы как-то и даже, знаете, и привыкли то, что так вот. Но он видел, конечно, понимал то, что я не просто так там, только ради нашего будущего я это все делаю. И Вот, вот ну. сегодня, да, вот, допустим, я просто знаю, что супруг у вас... Ну, да, супруг, случилась такая трагедия, да, горе, то, что 2 года назад, не знаю даже рассказывать, да, не рассказывать, ну, поехали на отдых, на рыбалку, и никто не видел, ничего не знает, он утонул. Это было вот в Казахстане, он утонул. Ну, у меня, конечно, тоже немножко так, шоковое состояние, первые полгода вообще было шок. Маленький ребенок, даже ребенку годика не было. Там работа была, бизнес, это тоже там все было в аренде. Аренду мы помещение снимали, и там уже этот. И вот немножко у меня такая была, стала потерянная тогда вот первые полгода. Ну, я не хочу это все эмоционально так выносить, да, вот это все на камеру, это мое личное. Я немножко, с характером девушка. Я могу где-то сама там сесть, поплакать, да, где-то какие-то моменты вспомнить там. Но не показывая на людях. Но не показывать, да, на людях. То, что мое личное, остается в моем личном. А на людях вот там плакать, как-то из себя делать жалостную. Я так не смогу. Я, может быть, чувствительная, да. И, конечно, мы девушки все чувствительные, все немножко жалостные, да. Любим себя пожалеть. Да, пожалеть там, но выставлять на люди даже вот сейчас, мне об этом больно говорить, об этом вспоминать. Но жалость вот эту проявлять к себе я не хочу немножко так вот. А вот скажите, вот на протяжении полгода вам было, вы приходили в себя и понимали ту тягость, да, ту ответственность на ваши плечи легла. То есть это ведение бизнеса и воспитание сына. Вот на сегодняшний день сколько вот сыну лет, и вообще вот можно же с детства понять, да, вот чем он увлекается. Есть ли вот это генный фонд в нем ваш? Сын, но он у меня спортивный такой, знаете, физически очень сильно развитый. Даже мы вот, и не только, да, физически, ему сейчас 3 годика, не только физически развит. Мы вот были в это воскресенье, сейчас немножко историю расскажу, были в это воскресенье в горах тренировку делали, стояла мусорка, я даже этот момент засняла, она пустая, а вокруг вот так мусор валяется. И вот у меня даже видео есть, как он в 3 годика начал этот мусор собирать и туда закидывать, в мусор, да. Это же тоже, это не только у него физически вот это развито, у него и умственно, он, в голове это все, как бы это мне приятно видеть. Вот пример, что он, да, развивается. То есть думает, да, размышляет о том, что вот здесь разбросан мусор, можно же это все собрать и вот сюда вот положить. Выкинуть, да, вот. Как говорится, с младенчества, да, вот людей прививать вообще вот, вот к этому вообще вот, вот, что это чистота. Это чистота, что да. это нельзя мусорить, да. То, о чем говорит как раз-таки наша глава государства, да, и на своем примере, сколько раз он выезжал на природу, да, и ужасаясь от этой ситуации, да, сам ходил и собирал. Сам ходил. И тут вот ваш сын. Ой, да, я. И причем самое интересное, ему никто не тыкал, не говорил, да, вот это вот собери, сделай, вот видишь, как ай-яй-яй. Это да, это вот как раз-таки то самое, которое передалось, наверное, через гены, да? Наверное, да. И дисциплина, и он не понимал, как так можно разбросать, когда стоит урна. Да, вот она пустая, а вокруг в мусоре все. Браво. Вот. Вообще вы со стороны, наблюдая за этой ситуацией, поняли,
значит, он не только у меня, как говорится, Да, физически силен, развит. да, а еще Он и еще думает, в 3 да, года. что он делает, да. Мгм, Поэтому мгм. вот я, допустим, уже начинаю гордиться вот этим, что у Маленькими него есть достижениями, такие что у него есть достижения. великие цели, да? Да, великие цели. Я, конечно, это все, знаете, хочу немножко в Инстаграме, да, тоже где-то поделиться, там свои истории рассказать. Ну, я иногда вот делюсь, веду Инстаграм, но из-за моего времени иногда я вот тоже из-за своей работы мне не хватает вот правильно это все, чтобы люди поняли, что это не просто там хейт, да, я там, Да, решили попиариться. да, лишний решила раз. попиариться, да, Мгм. именно вот, ну, как-то вот так это все правильно преподнести. Где-то кто-то, может быть, на мои тренировки не может прийти, я также могу поделиться в Инстаграме, дать полезную информацию. Кто вот многие любители ко мне сейчас приходят там, а как руками, а как дышать. Нас вот учили в школе там дышать носом. Ну, на самом деле это неправильно. Да вы что? Это неправильно. Нас тоже учили в школе дышать носом при беге. То Нет, есть это не надо неправильно. ртом дышать, нужно дышать носом. То есть Нет, это Нет, да? ртом, носом дышать это неправильно. Тут надо уже, так скажу, да, тут должен и нос, и рот. Когда мы расслабляем вот эту часть, мы вдыхаем, у нас автоматически начинает рот и нос дышать. И также при беге мы не зажимаем здесь ничего. У нас Должно также быть все всё расслабленное, свободно, да, да? все Мгм. свободное должно быть. И тогда ваш организм, он начинает дышать, он начинает быть в комфорте. А когда вы дышите носом, у вас весь организм зажатый. Ну вот, Вот. как говорится, в беге, да, не только ноги важны, да, там голова, и опять же легкие. Опять же легкие, да, техника. Вот скажите, человек, который курит и так резко побежал, это тоже, да, опасно? Ну и знаете, я могу так сказать. Лучше курить и бегать, чем курить и не бегать. Честно. Да, я вот признаюсь, я курила в детстве, да, я лет 5, наверное, курила. Потому что... Курили и бегали? Нет, просто... до как бы, бега, да? Да, там, все равно по детству, да, там такой вот. Я не стесняюсь это говорить. Сейчас мама это услышит? Да, ничего страшного. Там как бы так вот она, многие, Но может опять же, быть, это не соседи- показатель, да? Да, вот соседи типа? видели, куда там спорт, она же курит, она же курила там, вы чё? Это все миф, честно скажу вам. Вы хоть будете 5-10 лет курить, начнете, если тренироваться, все, весь организм можно восстановить. И даже сейчас, если вы курите, вы также можете бегать. Это будет лучше, чем вы курите и не бегаете. И не занимаетесь спортом, Да, да? и не занимаетесь спортом. Мгм. Я ничего не вижу здесь такого, прям то, что там, если человек курит, то это все, это трагедия. Как бы это его выбор, курит и курит. Мгм. Ладно. Главное, чтобы он для себя результат показывал и не вредил обществу. Все. Я с вами Ну, полностью так вот. в этом плане согласна. Каждый выбирает свой образ жизни, да? Да. Но если, допустим, вредные привычки и в то же время совмещаете хотя бы вот, Со со здоровым спортом, да, вот, образом жизни, я да. думаю, что это полбеды уже, грубо Конечно. говоря, исчерпано, да? Да, это... Вот касаемо вот воспитания вот сына, да, то есть вот сейчас вы ушли из спорта, то есть вы об этом объявили, да, вы говорили, все, я не хочу уже это, я ушла в семью, воспитанием, лучше все время буду уделять то, чему раньше я, наоборот, не уделяла. Да. Так вот, смотрите, вот сейчас вы воспитываете сына, да, вы живете на съемной квартире? У меня вот у мужа была квартира. И она, получается, Была по наследству, квартира, да, и по наследству, когда вот случилась трагедия, по наследству она перешла к нам, вот, к сыну и ко мне. Как бы у нас тоже есть родственники мужа, они не стали там драться за эту квартиру, естественно, они видели, что растет сын, в любом случае нам нужна крыша над головой. Все, и они оставили, все, и как бы мы вот у мужа на квартире живем. Вот, И так вот сейчас вот Дарья Маслова в прошлом, как говорится, повидала все международные арены и занимала действительно везде, привозила нам медали в Кыргызстан, да, пополняла, так сказать, копилку. Сегодня чем вы занимаетесь?
Сегодня, ну, я вот работаю тренером, да, мне нравится работать тренером, обучать людей. И Это вот чисто вот вы, получается, любители, да? любители, да, Да. но не профессионалов. Мгм, мгм. Если работать с профессионалами, это также ты становишься профессиональным спортсменом. Да. Также выезды на сборы, На сборы. дисциплина, чтобы смотреть за учениками, правильное питание, тренировки, все под контролем тренера. А скажите, а не секрет, сколько стоят ваши тренировки? Ну вот у меня вечерние 3000 сомов. Я как бы сильно много не беру, я не делаю там ничего такого прям 3000 сверхвозможного. разово? Нет, 3000 это за 8 занятий я беру. А, за 8 занятий. За 8. Но у меня там 10-12 человек. Мгм. Я не беру там много, да, какую-то колоссальную сумму. А утром у меня в 6 утра, там уже 6000. Потому что утром, ну, тоже... То есть вы сегодня уже утром бегали? Сегодня нет, вчера. А, Вчера. Да, и у меня тренировки 2 раза в неделю проходят. 3 раза. Вот в воскресенье мы выезжаем в горы, я собираю утреннюю, вечернюю команду, мы вместе собираемся, и мы едем в горы, бегаем, какие-то вот эти вот. Я от этого тоже пользу беру. Не только там ради там денег и все там. Я также своим здоровьем занимаюсь, также у меня физическая подготовка держится, да? Не просто там мышцы, я там закончила и все. Нету вот этой вот, как сказать, молодого тела, да, красивого тела. Также я с ребятами бегаю, обучаю, рассказываю, как, что, вот. Ну и дополнительно у меня еще есть вот бизнес, который мы с мужем... Это вот чего? Это производство какое-то? У нас производство, да, но немножко тяжелое у нас в Кыргызстане, оно очень... А если не секрет, какое? Не распространенное, это резинотехнические изделия. Это вот, допустим, я с России покупаю сырую резину. Это шины? Нет, не шины. Ну, это тоже по машинам, какие-то манжеты, какие-то вот резиночки или там какие-то индивидуальные Ничего заказы. себе. Да. Это у вас Это цех? Цех, да, производства. Мы это покупаем сырую резину, это все формируем в матрицы. Есть формы металлические у нас, и все, и под горячие пресса засовываем, они там это какое-то там время варятся, вытаскиваем, готовая деталь получается. Даже вот я сейчас на своем опыте, я очень благодарна своему мужу. Он меня столько опыта мне дал, потому что вот знаете, есть такая поговорка, когда Бог раздавал мозги, все спортсмены были на тренировке. Вот есть такая фишка в этом. Потому что профессиональному спортсмену очень сложно потом после профессионального спорта обжиться обычной жизнью. Мы не привыкли идти работать там, ну, как-то официантом или как-то, знаете, на базаре стоять, торговать. Мы же, ну, как бы у нас работа была спать, тренироваться и кушать. И мы немножко не знаем вот этой всей, как продать товар, как купить товар, как правильно. Ну, то есть у вас есть вот свой режим дня, Да. к которому вы привыкли, Да. так сказать, да, и вот и шли, и тут у вас, получается, вы уходите в спорт, а как дальше жить? А как дальше жить? Что делать? Что делать? Да, мы же как вот это все. И я потихоньку, он меня начал обучать. Вот это надо, вот так надо, Супруг сюда ваш, да? надо. Да, супруг. Как его зовут? Саша Александр. Вот, и я постепенно начала вот обучаться, как вот это, как то сделать. И это пригодилось. И это пригодилось, да, на самом деле. У нас станки, ну там по 2 тонны, по 3 тонны стоят. И когда станок ломается, все делаю я. Потому что в этом бизнесе заинтересована только я. Это сложно на самом деле. Но я не хочу это дело бросать. Потому как бы что его, да? Ну, как бы и память о нем, да? это и память, да, о нем, и это те 700 тысяч, которые я получила от спорта. Государства. Да, от спорта. Это не от, от федерации, да. И я их не растранжирила, как бы мне не вы пошло. вложили в бизнес? Я именно вложила, да, в бизнес.
И я тоже немножко стараюсь, чтобы не просто так мой труд этот исчез. Я это немножко тоже стараюсь поднять. И проблема тоже вот, у нас в Кыргызстане производств практически нету, все только с Китая. А когда, может быть, оно у меня сейчас и маленькое такое, не совсем распространенное, но у нас есть хотя бы производство такое вот в Кыргызстане. И когда человеку, там, допустим, индивидуальному человеку надо что-то сделать, он не поедет в Китай, он не поедет там куда-то обращаться, он придет ко мне, и я ему... Закажет у вас, да, и вы это сами, как я ему говорится, сделаю. Да, как производитель ему да. отдадите. Да, я тоже начала понимать, допустим, как вот эти пластмассочки делают, как вот эти кружечки делают, как это все производство работает, какими машинами. Да? Вчера вы бегали дистанции, да? Да. А тут я уже немножко производитель. Разбираюсь, да, в производстве там. И вот, опять же, это тоже не женское дело. Это не женское дело, да. На самом деле там, да, такое мужское. У меня сейчас вот спустя 2 года, да, после смерти мужа у меня появилась поддержка. И хочу сказать, у меня не было такой поддержки, как бывает вот от родителей, там, поддержка там, немножко я не знаю, что такое поддержка от родителей. Как бы всю трассу сама. Только рассчитываешь на себя. Все. Но я стараюсь дать своему и буду стараться дать своему сыну поддержку именно вот, как друга, да, вот я его мама, я его самый родной человек, и я постараюсь вот эту дать ему поддержку, чтобы у него не было в жизни, что он сам. Чтобы он себя не чувствовал одиноким. Да, одиноким. Он всегда знал, что он придет и за него скажут, или там, ему дадут поддержку какую-то, или его пожалеют, или что-то с ним как-то поработают, вот. Это же, это тоже вот. И вот спустя 2 года, сейчас у меня появилась такая поддержка. Все вроде бы и по бизнесу тоже немножко так И тренируете еще и тренируете, людей, да, я тоже тренирую. Вот вы говорите, что выезжаете, получается, в выходные, да, в горы. А вообще, в городе где вы тренируетесь? Сейчас очень много, кстати, стадионов открыто. Стадионов нет. Стадионы у нас все закрытые. Это 100%. Для любителей они все, как для любителей, так же и для профессионалов. Они закрыты? Стадионы все закрыты. То есть вы там не тренируетесь? Людям не разрешают там бегать. А для чего эти стадионы тогда? Мне, наверное, тоже хотелось бы узнать, для чего эти стадионы, поднять вот эту вот тему. Да, у нас есть там, это не то, что стадион, у нас есть парк Одинай, там, где вот дорожка постелена, мягкая дорожка. И я вот прихожу туда людей тренировать утром, вечером, и приходят тренера, с которыми я вот раньше работала в профессиональном беге, там, они занимаются с детишками, там, со взрослыми занимаются. Я у них спрашиваю, да, вот мне вот интересно, почему вы здесь вместе с любителями бегаете? И они, рассказывают, а у нас нету стадиона, где нам тренироваться. У нас был стадион, вот, Долину Омурзаков. Его закрыли, сделали ремонт, в итоге не разрешают там бегать. То есть это обоснованно? Что говорят? Я не знаю, вот, знаете, просто не разрешают бегать. То есть там нам не зайти и не побегать, да? Нет, не зайти и не побегать. Только стадион, значит, предназначен только для проведения масштабных мероприятий? Да, только для футбола, наверное. Только вот футболистам разрешают там тренироваться, может быть, или там выступать, да, на каких-то соревнованиях. А атлетам нет, да? А атлетам нет. Еще такой момент. Недавно тоже я разговаривала по телефону с одной профессиональной спортсменкой нашей здесь из Кыргызстана. Я не хочу ее имя говорить. Она начала эту тему поднимать в интернете. Почему не дают профессиональным спортсменам тренироваться на стадионе? Потому что стадион – это самая необходимая вещь для бегуна, где его развивается скорость, выносливость, тренировки, все это делается. Она начала распространять эту проблему, что нету стадиона. Ей начали сразу с Федерации легкой атлетики звонить, угрожать,
что там эту проблему нельзя распространять, как ей сказали. И если ты ее будешь распространять, ты можешь вылететь, да? Быть в черном списке, со сборной, да. Быть Там, в черном по списке. сути-то, у нас нету легкоатлетов профессиональных, спортивных, которые показывают результаты. И еще вот так берут и угрожают, ну это совсем беспредел. А профессионалам... Это было на сегодня? Это было на сегодня, это было неделю назад даже где-то, знаете. И в чем разница, вот я еще хочу сказать. Профессионалам и любителям тренироваться вместе так нельзя. Это совсем разные люди. И уровень подготовки. И уровень подготовки, да, ты когда бежишь на стадионе, и все подряд, и любители бегут, ну, немножко скорость теряется, немножко ты уже не так бежишь, как по какому-то определенному времени. Где-то любитель вышел на дорожку, все, не дай бог, врубились, упали вместе, травму получили. Так нельзя. У профессионалов должен быть отдельный стадион. У детей вот тоже, как вот, которые готовятся постепенно с маленького возраста и вырастают до профессионалов, у них должен быть отдельный стадион. Хотя бы один в городе, ну, они просто не должны, они обязаны открыть. Они так, что сделали, и для красоты вот это все. Нет, так не должно быть. Соревнования проводили вот тоже по легкой атлетике. Я уверена, я могу сказать уверенно, я знаю, да, проводили соревнования в интернат, спорт-интернат по Ворошилово, там вот есть стадион. Вот легкая атлетика, еле как там выпросили этот стадион, чтобы провести соревнования, чтобы дети, ну, видели, что они могут посоревноваться между собой, завоевать какие-то медали. Вот так же, как с меня началось в 9 классе, я когда взяла эту медаль первую, для меня это такое счастье было. И также сейчас вот детям, для чего, ради чего они тренируются? Я больше скажу, вот сейчас вы говорите о стадионах. В этом году, за 2025 год, в эксплуатацию введутся 15 стадионов. То есть 15 стадионов по Кыргызстану, да? И я думаю, что как минимум 2 стадиона в Бишкеке, да? То есть это получается не для людей. Ну, да вот Да, не для... ну, это да. Может быть, для красоты, я не знаю, для чего их так делают, реконструируют. Вот трудовые резервы, там тоже стадион открыли новый, но туда не пускают любителей бегать. Почему? А где тогда Вот. должны любители заниматься? То есть это вот все как по старой привычке, вверх-вниз по Белинке? Или, ну, вот вообще, вот где вы Ну, тренируетесь? Вот получается парк Одинай? Парк Одинай и все, по сути. Ну, дальше как бы от тренера у меня с любителями немножко попроще, это не с профессионалами. Я также могу мы можем в парке сделать тренировку, там, в горах тренировку сделать, где-то там еще какое-то местоположение поменять, вот. А для профессионалов это чуть-чуть совсем другое. Им всегда нужен В стадион. общем, этот вопрос, как я понимаю, остается на сегодняшний день открытым, да? Да, Плюс еще открытым. к тому, что А вот- если осветим эту проблему, то грозятся удалением вообще из сборной, да? Да, удалением из сборной. Но я сейчас, так как я сейчас не в сборной, я не боюсь тех людей, которые мне там тоже как-то раньше угрожали. Сейчас я хочу, и президент, чтобы наш президент услышал, которые до этого президенты, они только пользовались. Ничего не делали, только пользовались. Нынешний президент, он сейчас слышит людей. Я хочу, чтобы также услышал вот нас, да, чтобы хотя бы 1-2 стадиона открыли, чтобы люди свободно заходили, бегали, вот, даже хотя бы для профессиональных спортсменов. Дали возможность вот эту. Может быть, он также будет сейчас загориться и будет показывать на азиатских играх результат, там, на Азии, это же на Олимпийских играх. Это же такая гордость, честь. Я когда приезжала на соревнования, там, на Азию, на азиатские игры, меня спортсмены, вот, мои соперники, они за мной вот так наблюдали. Просто они за мной следили, что я ем, как я бегаю, Они меня уже со стороны изучали. И они вот тоже думали, откуда, интересно, она? Она же не может быть с России там. Они начинают из Кыргызстана. Все, у нас уже Кыргызстан начинал уже подниматься на такой, мировой уровень в легкой атлетике. Да. И намного узнавали уже о Кыргызстане, там вот, все.
Вот в таком плане. Вот скажите все-таки, Дарья, вот такой вопрос вам. Ждать ли вас снова на спортивной арене? Хотели бы вы вернуться обратно? Нет, вы тренируете, это да, это вот ваша, как говорится, миссия, да, на сегодняшний день вы хотите хотя бы вот, ну, своим, так сказать, опытом, да? Опытом поделиться, да, поделиться вот с другими спортсменами, да, которые, может, возможно, сегодня любительские, а завтра вообще пойдут по профессиональному, да, вот этому уровню. Вот вы, как спортсменка со стержнем из пристани, хотели бы сегодня вернуться в спорт? Ну, на сегодня, наверное, да, я бы хотела. Ну, то есть вас ожидать в 2026 году возможно? Ну, все может быть. Я как бы не хочу, да, говорить, что я там начала тренироваться, готовиться на Азию или на азиатские игры. Я немножко даже не хочу туда входить, потому что сталкиваться с нашими федерациями. То есть вся, как говорится, рыба только с головы. С головы, да. То есть нужно вот все это вот там вычистить. Там и надо, потом, да. если вот вы увидите, что там все четко, и, возможно, будет и снова ваш тот самый рассвет, да, когда Дарья Маслова поднимет снова флаг нашей страны, да, уже на международной арене. То есть это мы можем ожидать. Ну, все может быть. Да, я не могу как бы обещать, да, потому что я человек слова. Если я скажу, то мне надо будет. Но, возможно, да, потому что я сейчас с любителями бегаю, также с ними темповые тренировки делаю, также их обучаю, как правильно держать темп на дистанции, как правильно рассчитывать свои силы. И этим же я тоже начинаю гореть потихоньку. Да. Опять вот это, вы знаете, вот мозг же, это же как мышечная память, да, в любом случае ты те самые эмоции, те самые воспоминания, они вот прям в голову идут, да. Да, и тут сейчас... Мне кажется, и, соответственно, и просыпается желание, рвануть бы обратно, да, что ли, в этот спорт. Все равно это же интерес, это вот, как сказать, азарт. Азарт, да. Он как дурман, да, вот хочется вот этого экстрима, да, вот этого адреналина в кровь, да, ну, я вот сейчас этого состязания. С любителями тоже им показываю тренировку, и чтобы они тоже развивались, я начинаю тоже добавлять на тренировках, и они начинают за мной бежать, чтобы не отставать. И я также начинаю от них убегать, чтобы они за мной тянулись. И от этого уже постепенно начинает расти результат. Также у меня и у них. Дарья, спасибо вам большое за сегодняшнюю откровенную беседу. Действительно, мы с вами поговорили не только о достижениях, да, о спорте, как было раньше, как сейчас, а поговорили о вашей личной жизни, да, о воспитании вот ваших, так сказать, будущих, возможно, спортсменов, да, и возможно, что вы придете снова, войдете в этот профессиональный спорт и поднимете, еще раз повторюсь, да, флаг нашего Кыргызстана. Почему-то я в это верю, действительно, я видела ваши все соревнования, да, вот изначально, ну, действительно, у вас очень огромный потенциал. Мне, как не спортсмену, это видно, и я думаю, что в жилках у вас до сих пор этот есть порох, как говорится, и мы еще не одну с вами возьмем медаль. Поэтому спасибо вам большое, что вы сегодня, повторюсь, были с нами. Я сейчас тоже скажу. Да, вам слово. Я тоже хочу, немножко сказать о своих тренировках, чтобы люди приходили, не боялись. Может быть, некоторые боятся мне писать в Инстаграме. Я не продвигаю свою рекламу там, где-то чтобы люди не боялись мне писать, там, насчет тренировок спрашивать, или, может быть, где-то прийти на тренировку. Я всегда приходите, получайте опыт, я всегда поделюсь этим опытом, расскажу, как, что правильно делать. Не бойтесь мне писать. И что еще хочу добавить, вам тоже огромное спасибо, что пригласили, что не забывайте. Все равно я как бы осталась в истории Кыргызстана, заслуженный мастер спорта. В легкой атлетике у нас, это как в плавании, да, вот Денис Петрашов, тоже красавчик. Да, тоже вот такой. Он как раз-таки тоже обозначил ту проблему, нехватка бассейнов, да, что людям, пловцам, к сожалению, негде тренироваться, поэтому он, соответственно, и живет за границей, да, и до сих пор поднимает флаг нашего Кыргызстана. И это, кстати, тоже проблема. Он это недавно также обозначил, что нет площадок для профессиональных вообще тренировок, то есть спортсмены, поэтому они отсюда бегут и занимаются за границей, где как раз-таки таких людей очень-очень поддерживают.
Да, Да, вот это вот на самом деле проблема, и я думаю, что сегодняшняя наша беседа как раз-таки развяжет многие, может, руки, да, и вот люди действительно обратят на это внимание. То, о чем молчат, мы об этом сегодня будем уже говорить. Поэтому еще раз Всё. большое вам спасибо. А вы, уважаемые телезрители, наши подписчики, слушатели, оставайтесь всегда на «Репортере», потому что очень многое вас еще ожидает.